Однажды зайцу приснился удивительный сон. Увидел он свой родной лес, знакомых зверей и птиц. И только одно было необычно: все его боялись и уважали. Смотрите, смотрите, вот идет великий заяц. Он победил меня вчера. И теперь я должна каждый день приносить ему на завтрак капусту. Да-да, это самый великий заяц. Меня он тоже победил. И теперь я должен каждый день на обед приносить ему морковь. Точно, точно, это величайший в мире заяц. Он меня вчера так побил, что теперь я должен каждый вечер приносить ему на ужин мед. Иначе он меня вообще из леса выгонит. Смотрите, смотрите все, вон идет великий и могучий заяц. Великий-великий! Великолепный, великолепный. Заяц вышагивал по тропинке, гордо задрав голову, и отталкивал всех встречных. Под кустом малины спал медведь. Заяц подошел к нему, да как даст ему лапой. Медведь так и покатился кувырком. А ну не смей есть мою малину, косолапый! Идет он дальше, а у речки сидит волк, рыбу ловит. Подошел к нему заяц, да как ударит волка по спине. Волк бултых в воду. Сидит и вылезать боится. А ну не смей моей речки рыбу ловить! Поскакал заяц дальше, а навстречу ему лиса с лукошком яблок. Увидала зайца издали, кланяться начала, но заяц все равно лукошко у нее отобрал и побил. А ну не смей в моем лесу яблоки собирать! Шел он, шел по лесу и проснулся. И чего я раньше всех боялся? Надо показать, кто в лесу хозяин. Берегитесь, звери! Это я, великий заяц, проснулся! Хи-хи-хи! Ха-ха-ха-ха! Ах, смеетесь? Ну я вам сейчас покажу. А ну отдавай мои грибы. Ой-ой-ой, какой ты колючий. А ты приставучий! Зачем дерешься? Если тебе нужны грибы, то иди и собирай сам! Но я же великий и могучий заяц. Меня все боятся и уважают. Ты глупый! Никто тебя не боится! Дурачинов не любят и не уважают! Что же делать? Но ежик его уже не слышал. Он побежал по тропинке дальше по своим делам. Грустный-прегрустный побрел заяц домой.
встретил мудрую сову. Ух, уважают не за силу, а за добрые дела. Глупости. Не доходя до поляны, на которой стоял его домик, он вдруг услышал чьи-то жалобные всхлипывания. Эй, кто там? Это я, медвежонок, помогите! Заяц раздвинул густые ветки и увидел маленького медвежонка. Его лапка застряла между ветвей старого дуба, и он никак не мог освободиться. Эх ты, глупыш, сейчас я тебе помогу. Ты теперь мой лучший друг, и пусть знают все вокруг. Ты великий и могучий, самый смелый, самый лучший. Ты правда так думаешь? Конечно! Заяц лучший друг медвежонка. Заяц спас медвежонка. Заяц герой. Вот видишь, теперь тебя будут уважать не во сне, а наяву. И вовсе незачем драться для этого. Я же говорила, уважают не за силу, а за добрые дела. В давние-давние времена жил-был лев. Все звери боялись его. Лев был очень злой. Нигде никому спуску не давал. Если одного поймает, 5, видя все это, падали от страха замертво. Никто от него не мог спастись, но однажды
ведь нас всех поодиночке. Пока одного поедают, 5 умирают от разрыва сердца. Что предпримем, братцы? Давайте ежедневно будем делать жеребьевку. Кому судьба посулит смерть, тот и пойдет ко льву. Верно, друзья. Нечего всем нам быть его жертвами одновременно. Давайте, скорее бросим жребий. Дяденьки и тетеньки, это не дело сидеть и ждать, когда настанет твой черед стать жертвой коварного и ненасытного льва. Нужно придумать какую-нибудь хитрость и избавиться от него навсегда. Тоже мне смельчак нашелся. Разве ты способен перехитрить льва? Нечего зря языком трепать. Я все равно рассчитаюсь со львом. Ха-ха-ха! Вот реаш! Здесь родина моя, и небо здесь синее. Обману я и лесу, и буду льва сильней. По лугу, бегу я утречком ко льву. Почему так долго шел? Ты должен был поспешить ко мне еще на завтрак, а сейчас скоро ужин. Меня послали на обед, а на завтрак должен был идти другой заяц. Он по пути встретил другого льва, и тот лев сильнее тебя и съел его. Я тоже встретил этого льва. Он рычит: «Куда идешь?» А я ему: «Иду к своему господину, дяде льву». А он как заревет: «Кто еще, кроме меня, может быть твоим господином?» Я на силу вырвался и опоздал на обед. Какой такой еще другой лев? Я ваш господин, я! Понял, трусливая пустая голова? Я не должен какому-то другому льву уступать свой обед. Понял? Где он, этот самозванец, сейчас? Я перед вами, мой господин. Да не ты, а тот другой лев. Где он живет, этот проходимец? Он совсем недалеко отсюда, вон, на той стороне. Прикажи ему прийти сюда. Погоди, я сам пойду проучу наглеца. Вот в этом колодце и сидит этот бессовестный лев. Я тебе покажу, кто здесь самый главный господин. Покажу тебе. Ах, ты еще грозишь мне. Тра-ля-ля, обдурил я злого